В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. В кадре. Сегодня во всем мире отмечают День телевидения. Специально к этому событию мы раскроем вам некоторые секреты телевизионной кухни. У нас на 3 телеканалах в республике работают настоящие специалисты высокого класса. Расскажем про этапы производства сюжетов, покажем творческий почерк корреспондентов. Здоровье дороже золота. Заместитель руководителя секретариата главы республики Хутмат Кадырова провела встречу с профильными чиновниками по развитию диализной помощи населению. Какие шаги предпринимаются для повышения медобслуживания лицам с почечной недостаточностью? Сила природы велика. Значимость этой акции – это сохранение экологической безопасности Российской Федерации. Юбилейное 70-миллионное дерево в рамках акции «Сохраним лес» высадили в Чеченской Республике. Какой породы саженцы, на решение каких задач направлен лесовосстановительный проект и к чему призывают экоактивисты? Неизвестный напал на сотрудника госавтоинспекции в центре Грозного. Все произошло в момент, когда полицейский совершал омовение в помещении для молитвы. От полученных ранений он умер на месте. Преступник же похитил табельное оружие и попытался скрыться. Но полицейские совместно с сотрудниками УФСИН его ликвидировали. По официальным данным, бандит действовал в одиночку, его личность и мотивы устанавливаются. Глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале выразил слова соболезнования семье погибшего. Лица, страдающие хроническими болезнями почек, это одна из самых распространенных категорий больных. В республике начата активная работа по улучшению доступности медобслуживания пациентов с данными заболеваниями. Заместитель руководителя секретариата главы республики Хутмат Кадырова провела очередное совещание с комиссией по модернизации и развитию диализной помощи. На встрече присутствовали профильные чиновники и руководители региональных ведомств сферы здравоохранения. Лейла Муртазова о подведенных итогах и намеченных планах. В Чеченской Республике ведется активная работа по улучшению качества и доступности оказания медицинской помощи в реабилитационных центрах. Год близится к завершению, предстоят новые задачи и цели, которые помогут вывести деятельность учреждений на новый уровень. Открывая совещание комиссии по модернизации и развитию диализной помощи в регионе, заместитель руководителя секретариата главы субъекта Хутмат Кадырова попросила представить доклады о проделанной работе в сфере здравоохранения. Приближается конец года, я хочу попросить вас поделиться работой наших реабилитационных центров, а также узнать о планах на 2023 год. Мы разработаем план действий и после соглашения будем следовать ему пошагово и реализовывать программу. Хотелось бы услышать наших докладчиков. Хочу передать слово Адаму Руслановичу. В каждом реабилитационном центре слаженно организовано предоставление медицинской помощи. Совершенствуются методы лечения, оказываемые услуги населению. Готовность поддержать в любых необходимых вопросах высказал заместитель председателя правительства Чеченской Республики Адам Алханов. В соответствии с поручением главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова с моей стороны будет обеспечена необходимая координация и взаимодействие профильных министерств и ведомств республики. По вопросам реабилитации, а также лично буду контролировать исполнение всех решений данной комиссии со стороны органов исполнительной власти Чеченской Республики. Хутмат Разанов, Трейгер, со секретариата, Ахсугар, лично, в любое время, соцблоки, Отдельно поручаем министру здравоохранения Чеченской Республики Сулейману Руслану по взаимодействию с реабилитационными центрами составить план работы на следующий год по вопросам направления на медицинскую реабилитацию лиц, перенесших коронавирусную инфекцию. На территории региона реабилитационная помощь по ОМС оказывается в 6 организациях Министерства здравоохранения. Вместе с тем имеются 5 групповых тарифов для оплаты медицинской помощи лицам, перенесшим COVID-19 в условиях дневного и ночного стационаров. Комиссии по разработке программы ОМС Чеченской Республики распределены объемы медицинским организациям, оказывающим медицинскую помощь по профилю медицинской реабилитации, работающие в системе ОМС за счет средств территориального фонда ОМС
в сумме 740 миллионов рублей. За 10 месяцев текущего года территориальный фонд медицинского страхования Чеченской Республики профинансировал медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю медицинской реабилитации в размере 601 миллион рублей. Реабилитация – процесс очень важный, особенно на фоне пандемии COVID-19, которая бьет по жизненно важным органам. С момента курирования данного вопроса Хутмат Кадыровой возможность получить высококвалифицированную помощь имеют многие пациенты, отмечает министр здравоохранения Сулейман Ларсанов. Лицензию на оказание медпомощи уже получили 34 организации, на очереди еще 4. Итоги оказания медицинской помощи по профилю медицинской реабилитации за 10 месяцев, это январь-октябрь. На третьем этапе амбулаторное количество доведенных в план случаев 4136, выполнено 3169, что составило 77%. В условиях круглосуточного стационара доведенных в план случаев 12688, выполнено 10039, что составило 79%. В условиях дневного стационара количество доведенных случаев в план 2026 выполнено 1716, что составило 85%. Совершенствование медицинских услуг обусловлено и тем, что в последнее время наблюдается рост больных с почечной недостаточностью. Этот вопрос требует как развития инфраструктуры, так и набора специализированных кадров. В 2022 году начата большая комплексная работа по модернизации и развитию диализной помощи. Проведено комплексное переоснащение новым медицинским оборудованием 2 клиник в городе Грозный, клиника на базе Республиканской клинической больницы, клиника на базе частного медицинского учреждения компании Меден. Установлено свыше 50 новых аппаратов искусственная почка. Надо отметить, что введен новый комплексный подход в обеспечении фармацевтическими препаратами диализных центров. Далее прошла церемония награждения сотрудников. Успешная работа куратора направления Хутмат Кадыровой также была отмечена. За высокий профессионализм и существенный вклад в совершенствование диализной помощи населению Чеченской Республики. Грамота Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации. Уважаемый Хутмат Рамзанович, ваш труд оценен высоко и на федеральном уровне. Я вам желаю успехов в начинаниях и больших творческих достижений. Глава региона было дано поручение уделить внимание развитию диализной службы, ее полному технологическому переоборудованию для раннего выявления пациентов с почечной недостаточностью, приобретению медицинских расходных материалов и необходимых фармацевтических препаратов. Для этого была создана комиссия по модернизации и развитию данного вида помощи. В Чеченской Республике было образовано совсем недавно, но уже достигнуты отличные результаты. Гемодиализ позволяет продлить жизнь людям с хронической почечной недостаточностью на 15-20 лет. За этот период больных можно подготовить к пересадке здоровой донорской почки. У них появится шанс на выздоровление. Лайла Муртазова, Хусейн Мурдаханов, Сайдамин Дауд Мирзаев. Вести, Чеченская Республика. Сегодня во всем мире отмечают День телевидения. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, а придумал чудо 20 века Владимир Зворыкин. Сегодня снимать видео и делать программы стало просто. На видеохостингах зарегистрировано миллионы каналов. Только в республике 3 телекомпании. В войнах старейшая в регионе, признанный лидер чеченского телеэфира, популярный среди жителей субъекта. Видеоматериалы наших корреспондентов периодически выходят на федеральных каналах. Компания участвует в конкурсах и занимает призовые места. Ада Магомедов о людях, открывающих окно в мир удивительного своим первоклассным телепродуктом. В Чеченской Республике всего 3 телерадиокомпании: ГТРК «Войнах», ЧГТРК «Грозный» и ТРК «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова. При поддержке со стороны руководителя субъекта Рамзана Кадырова и благодаря грамотному руководству его помощника, министра региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмета Дудаева, каждая из них активно трудится во благо народа и совершенствуется. Обновляется оборудование, улучшается система работы, а также создаются новые телевизионные проекты, которые выигрывают на различных всероссийских конкурсах, получая должное признание. Все это помогает охватить как можно больше информационного пространства и сделать работу качественнее и интереснее. Район самый справедливый был, благоч был, возможно, это докатывать был, докатиться, и случайно дочь был. Журналист он враг народа. Самые лучшие журналисты, самые справедливые.
СМИ региона также проводит итоговые совещания, где обсуждают проделанную работу за год или полугодие. Возглавляет собрание Ахмед Дудаев, который всегда старается повысить эффективность работ и привносит для этого немало усилий. С Всемирным днем телевидения я хочу поздравить главу Чеченской Республики, Героя России, мобильного репортера и президента ЧГТРК Грозный, нашего коллегу Рамзана Ахматовича Кадырова. И также в его лице хочу поздравить всех телевизионщиков республики. У нас на 3 телеканалах в республике работают настоящие специалисты высокого класса, специалисты международного уровня, можно сказать. Мы ими гордимся. Хочу отметить, что всем нашим 3 телеканалам в регионе и всем другим журналистам, республиканским газетам, журналам, информационным агентствам на регулярной основе оказывает помощь наш региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова, во главе с многоуважаемой Аймане Несиевной. Регулярно оказывается помощь в материальном, техническом оснащении, финансовой помощь, помощь в улучшении жилищных условий, оказании медицинской помощи для наших сотрудников. Соответственно, я хочу поздравить с этой датой и президента регионального общественного фонда Аймане Несиевну. У каждой из 3 телерадиокомпаний свой особенный стиль. Везде работают профессиональные сотрудники с опытом, которые могут освещать самые разные тематики. Это экономика, религия, промышленность, культура и многое другое. Отдел арабских новостей с термина английского «Ойдабюче» уже ли «Кошо» «Соуханю цутя бобеше» «Дена етемце» «Ой армахкаха» «Ой гладугуше» «Йок аудиторию» «Хбяазер» 500 тысяч герг алмигердорша «Ой подписчик волуше». Год действительно был тяжелый, как для всех слоев населения, так и для журналистов, для телевизионщиков в частности, но достойно справились с задачами на качественном, на высоком уровне, выполнили все свои обязанности, выполнили свой гражданский долг, качественно осветили самые важные темы текущего года. Компания ГТРК «Война» стояла у истока возрождения республиканского ТВ. За долгие годы на телеэкранах были показаны самые ключевые события, уже вошедшие в историю региона. Постоянное внимание, поддержка со стороны руководителей ВГТРК Олега Добродеева и Рифата Сабитова помогает филиалу прогрессировать и достигать больших высот. В последнее время республиканские телеканалы работают в усиленном режиме. Сначала период пандемии, теперь украинские события. И здесь очень важно реагировать оперативно на происходящее и защитить наших зрителей от дезинформации, которой, к сожалению, сейчас очень много. Вместе с тем продолжается обычная жизнь, и наша задача состоит в том, чтобы рассказывать жителям об условиях, которые для них создают власти, создавать контент, который может конкурировать на любом уровне. Что касается именно ГТРК «Война», то в этом году мы также принимали участие в различных международных и всероссийских фестивалях и конкурсах, становились победителями, обновили материально-техническую базу, продолжаем ремонт здания. И если говорить о планах, то на следующие годы у нас стоят не менее амбициозные планы. И я уверена, что при поддержке главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова и генерального директора ГТРК Олега Борисовича Добродеева нам по силам любые задачи. Работа журналиста заключается в освещении значимых и интересных событий, причем самых разных. В один день можно быть на стройке объекта, а уже на следующий на важном совещании с главой региона. Начинается все с распределения выездов, чем занимается продюсер. Каждый корреспондент получает основную информацию о мероприятии и отправляется на место событий вместе с оператором и водителем. Места всегда разные, как и погодные условия, будь то дождь, снег, сильный ветер или невероятная жара. Журналисты должны быть готовы к любым условиям, дабы зритель мог получить достоверную информацию. Один из важных моментов съемок материала является стендап, который необходим для создания эффекта присутствия на месте событий. Обычно в стендапе журналист цепляется за какую-либо интересную деталь, которую можно раскрыть. К примеру, вот это дерево. Корреспондент должен собрать всю необходимую информацию о его виде, свойствах, может быть, возрасте и, конечно же, пользе, чтобы после рассказать об этом зрителю. Стиль у каждого свой, как и сюжет. Приехав с выезда, корреспондент пишет текст, где подробно расписывает то, что происходило на мероприятии. После его редактуры весь материал отправляется на монтаж, где из него делают готовый сюжет, который после проверок можно пускать в эфир.
В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Большая работа ведется и на федеральном уровне. Проводятся включения, телемосты, которые связывают филиалы между собой посредством прямых эфиров, что повышает статус телеканала. Успеем включить Грозный, где эфир сегодня ведет Рамзан Абуев. Игорь, здравствуйте. Сегодня расскажем о том, что в Грозном заработает новый асфальтобетонный завод. Последний год для СМИ региона получился непростым, поскольку появляется все больше инфоповодов. Основной упор идет на спецоперацию на территории Украины, куда не раз во главе с Ахмедом Дудаевым журналисты отправлялись в пресс-туры за правду в Донецкую и Луганскую народные республики. Представители СМИ смогли посетить освобожденные от гнета нацистов города, лично пообщаться с местными жителями, которые на протяжении 8 лет подвергались издевательствам со стороны бандеровского режима, и подробнее узнать об истории поселений. Несколько съемочных групп ЧГТРК «Грозный» все еще находятся в зоне проведения СВО. Они постоянно освещают события, находясь в самых опасных точках. Помимо этого, сотрудники ГТРК «Война» встречали беженцев, приехавших в Ростов, спасаясь от вражеских пуль. За время командировки они изучили их новую жизнь, бытность, а также осветили масштабные гуманитарные акции, которые проводят региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Вся работа проводится для того, чтобы показать всему миру правдивую картину событий, происходящих на территории Украины. Можно сказать, телевизионщики и все журналисты региона, они выполняют настолько же значимую работу, как наши бойцы сегодня, которые находятся на передовой, защищая наши национальные интересы, наши семейные ценности, религиозные ценности. Все изъявляют желание, ко мне обращается большое количество наших телевизионщиков, обращаются с просьбой дать им возможность выехать на передовую, отработать там. Значит, специалисты с наших телеканалов, они готовят разносторонний контент по всем ключевым приоритетным направлениям. Все привержены пути нашего первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Всемирный день телевидения отмечается 21 ноября. Это большой праздник для представителей СМИ, который они, как и всегда, проводят на работе, чтобы зритель был в курсе всех актуальных событий. Адам Магомедов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В Министерстве здравоохранения состоялась конференция, на котором обсудили научные прорывы в области лечения травм опорно-двигательного аппарата. Часто этим заболеваниям подвержены профессиональные спортсмены. Все подробности у Мадины Нусалчиевой. Профессиональный спорт – это не только медали и пьедесталы, но и многочисленные травмы. В свою очередь, врачи стараются найти все более новые методы их лечения или же усовершенствовать уже имеющиеся. Современные аспекты ортезирования при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата обсудили на медицинской конференции, прошедшей в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики. Гости из Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Николая Приорова и Московского научно-практического центра медицинской реабилитации и восстановительной спортивной медицины рассказали о видах, травмах и заболеваниях коленного сустава, следствиях их возникновения, методах лечения и особенностях реабилитации после операции. Если у вас пациент только после операции и вот разрешена ходьба уже, да, в этот срок, то вы можете дать ему перед зеркалом нагрузку на эту ногу оперированную с включением ягодичной мышцы, когда он прямо рукой в позиции шага включает большую среднюю ягодичную мышцу. Узнать что-то новое и просто встретиться с коллегами по цеху собрались специалисты в области травматологии, ортопедии, спортивной медицины, нейрохирургии, реабилитологии и неврологии. Сегодняшняя конференция очень полезная, как с научной, так и практической точки зрения. Это новые подходы в лечении спортивных травм. Очень полезно, и пожелание, чтобы такие семинары, конференции научно-практические имели дальнейшее продолжение для получения знаний врачами различных специальностей. Закончив с теоретической частью, врач лечебной физкультуры и спортивной медицины Владимир Альков на одном из участников конференции демонстрирует ортез. Это фиксирующее ортопедическое изделие помогает разгрузить поврежденные суставы и конечности, а также скорректировать их положение. Мы надели на колени P3, немножко в таких полевых условиях, потому что, чтобы не раздевать, по сути, пациента.
Аудитория в лице чеченских медицинских работников оставила положительные эмоции у гостей. Сегодня мы занимались теоретическими и практическими вопросами работы с травмой коленного сустава, с травмой голеностопного сустава, смотрели ортезирование при данных проблемах. И мне очень понравилась аудитория, которая сегодня была. Мы замечательно поработали, усвоили новые практические знания для дальнейшей работы. Мимо события не прошел и министр здравоохранения Чеченской Республики Сулейман Ларсанов. Он поприветствовал участников, пожелав им плодотворной работы. Уверен, что сегодняшнее событие позволит нашим специалистам получить новые знания, навыки, умения, поделиться с опытом с федеральными коллегами, что будет способствовать улучшению медицинской реабилитации в наших регионах. Желаю продуктивной работы всем участникам конференции. Желаю удачи. Я думаю, что после данного мероприятия мы отсюда с вами выйдем с хорошим багажом знаний в данном направлении. Завершая встречу с докладом, выступил советский и российский травматолог и ортопед, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Российского университета Дружбы народов Николай Загородний. Медицина в Чеченской Республике не стоит на месте. С каждым месяцем все отчетливее видно ее развитие. Все это было бы невозможно без рвения и желания совершенствоваться самих врачей. Мадина Салчиева, Хусейн Мурдаханов, Вести, Чеченская Республика. Сотрудники и ветераны налоговой службы России отмечают профессиональный праздник. От Федеральной налоговой службы напрямую зависит устойчивое пополнение бюджета всех уровней реализации масштабных программ в сфере здравоохранения, науки, культуры и в целом обеспечения экономической безопасности страны. Сегодня ведомство одно из самых прогрессивных и высокотехнологичных. Турпа Лалита Исумова о пути становления налоговых органов. Этот праздник работники налоговых органов Российской Федерации отмечают уже 22 года. И благодаря их слаженной работе бюджет страны и субъектов постоянно пополняется. В нашем регионе данная структура была воссоздана и действует с 2004 года. На сегодняшний день имеются хорошие показатели в реализации данного направления. За прошлые 10 месяцев с начала года мы собрали 34,4 миллиарда рублей налоговых сборов, страховых взносов. Также больше, чем в прошлом году, на 4,5 миллиарда рублей. Эти налоги зачисляются в федеральные, республиканские и местные бюджеты, а также в государственные фонды. Сегодня благодаря всесторонней поддержке со стороны главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, Федеральная налоговая служба Чеченской Республики эффективно развивается и совершенствуется. В субъекте, так же как и во всей стране, предусмотрены земельные, имущественные и транспортные налоги. По словам Мадины Амхадовой, с плательщиками ведется активная работа. Им предоставляется как телефонная, так и личная консультация о том, как заполнять все декларации. Кроме того, в регионе работает горячая линия и интернет-сервисы, позволяющие решать данные вопросы, не выходя из дома. А для определенных лиц предусмотрены различные льготы, освобождающие от уплаты. Категориям лиц, подлежащих льготе на налоги, это у нас инвалиды первой, второй, третьей группы, также многодетные семьи, также пенсионеры и репрессированные пенсионеры также. Ну и, соответственно, у нас к самой высшей категории льготной относятся ветераны Великой Отечественной войны, герои соцтруда. Мы информируем налогоплательщикам о предоставлении налоговой льготы по имущественным налогам. И в заявительном порядке с подтверждающими документами они подают заявление в операционном зале. Республика является лидером во многих отраслях, и эффективное пополнение казны играет в этом не последнюю роль. Работа налоговой службы имеет важное стратегическое значение. Она поддерживает благосостояние субъекта, а своевременное внесение оплаты от жителей гарантирует возвращение денежных средств в виде новых дорог и самой разной инфраструктуры, так необходимой для полноценной жизни. Турпа Лалита Исумов и Сайт Али Ампукаев. Вести. Чеченская Республика. Для детей участников специальной военной операции и ребят из малообеспеченных семей партия «Единая Россия» при содействии Министерства культуры организовали благотворительный спектакль «Петр Захаров. Чеченец из Дади-Юрта». В постановке приплетаются все жизненные ситуации художника, создающие драматическую линию композиции. Режиссер Руслан Хакишев знакомит зрителей с эпохой XIX века со всеми ее проявлениями. Основной акцент направлен на внутренний мир героя. Адам Магомедов о несгибаемом характере Петра Захарова.
Большая часть театрального спектакля происходит за ширмой. Это расстановка декораций, света и гримировка актеров, что приближает их к персонажам, которых они играют. Али Алиев в известной постановке «Петр Захаров, чеченец из Дади-Юрта» играет роль российского художника Ивана Айвазовского. Для актера это новый и интересный опыт. Читали про его биографию, смотрели работы его, чем жил человек, где он жил. Интересный опыт доселе. Вот первый мой опыт с париком, можно так сказать. Мадина Пицуева актерским ремеслом занимается уже 4 года. К лицедейству у нее была тяга еще со школы. Окончив ее, она сразу пошла в театр. В спектакле она играет роль дочери художника Глафиры Львовны. Со своей героиней девушка нашла немало общего. Мне очень нравится свой образ, очень нравится. Мне нравится характер своей героини. Вообще она напоминает мне себя, и ее характер. Вот все, и она мне очень близка. Режиссер спектакля Руслан Хакишев знакомит зрителей с эпохой 19 века. История рассказывает об известном чеченском художнике Петре Захарове, который в раннем возрасте лишился семьи и родового села и был спасен генералом Ермоловым, а после взятым на воспитание. Основной акцент пьесы идет именно на формирование характера главного героя и его внутренние переживания. Для того, чтобы сделать спектакль о Петре Захарове максимально живым и стереть грань между вымыслом и реальностью, было потрачено много усилий. В первую очередь, это, конечно же, грамотное освещение, которое задает основной тон истории. Также качественные декорации, позволяющие воссоздать атмосферу того времени, музыкальное сопровождение и специально сшитые костюмы. Благотворительный показ организовала «Единая Россия» при содействии Министерства культуры региона и федерального партпроекта «Культура малой Родины» для детей-участников специальной военной операции и ребят из малообеспеченных семей. Показ прошел в театре имени Ханпаши Нуродилова, который посетили 200 детей. Спасибо, хочется сказать, министру культуры Чеченской Республики, что организовывают такие мероприятия, всякого рода аукционы, акции, выставки, симпозиумы, конференции, где мы имеем возможность нашим детям предоставлять шанс познакомиться с культурой, обычаем, духовно обогатиться. Подобные благотворительные мероприятия в рамках партпроекта для детей военнослужащих в регионе проводят на регулярной основе. Это не только спектакли, но и экскурсии, киносеансы, творческие мастер-классы, праздники и спортивные мероприятия. Адам Магомедов, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. В столичном аэропорту встретили работников Департамента дошкольного образования мэрии Грозного. Они принимали участие в 7-м съезде работников дошкольного образования в Москве. По поручению начальника профильного департамента мэрии Грозного Хадижат Кадыровой на форуме выступила ее заместителем Берлан Садуева с докладом «Воспитание как стратегический приоритет государственной политики в сфере дошкольного образования». В ходе мероприятия подвели и итоги конкурса на определение лучшего проекта эффективной региональной системы дошкольного образования, в котором первое место заняла программа, подготовленная Департаментом дошкольного образования мэрии Грозного. Всероссийский съезд работников дошкольного образования является не только площадкой для обмена опытом, но в первую очередь это дискуссионная площадка, в ходе которой мы можем обсуждать, все регионы Российской Федерации могут обсуждать проблемы, которые стоят у них в сфере дошкольного образования, находить пути их решения. Также в ходе жарких дискуссий могут рождаться идеи, которые в дальнейшем будут удачно реализованы, достигнуты какие-то цели и показатели в сфере дошкольного образования. В Чеченской Республике высадили 70-миллионное дерево в рамках акции «Сохраним лес». Торжественная посадка юбилейного саженца прошла в Асиновском лесничестве. Данное экологическое мероприятие является доброй традицией, вовлекая с каждым разом все больше жителей. Амина Тупилагова расскажет, что делается в регионе для улучшения климата. Ровно 70 миллионов деревьев различных пород под географические и климатические особенности регионов страны. Таких результатов достигла всероссийская акция «Сохраним лес». Чеченская Республика всегда поддерживает и принимает участие в подобных мероприятиях. Примечательно, что юбилейную акацию посадили в регионе, на территории Асиновского лесничества. Площадь сегодняшняя занятая будет 2 гектара. Будет высажено более 6 тысяч саженцев. Инициатором этой акции выступило Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Федеральное агентство лесного хозяйства. И в целом значимость этой акции – это сохранение экологической безопасности Российской Федерации. Событие уже стало доброй традицией и вовлекает все больше жителей, которые вносят свой вклад в озеленение региона. Активное участие в высадке деревьев принимают как чиновники, так и просто неравнодушные люди. Здесь видим, что и пожилые люди, и самые юные активисты, и духовенство, и все, кто связан со спортом, и обычные граждане. Я думаю, что сегодня наша акция удалась. Белая акация неприхотлива в уходе, хорошо размножается семенами и саженцами, быстро растет и начинает цвести. Получается, что это не просто программа озеленения региона, восстановления леса и кислород, но и ценный нектар, выделяемый растениям, который ценится во всем мире. Об этом нам поведали члены сообщества пчеловодов Чеченской Республики, которые также принимали активное участие в мероприятии. Как создали общество пчеловодов, у нас первая задача была сохранить и приумножить медоносов нашей республики. 1 гектар белая акация – это до тонны меда. Это для нас это не только деревья, но это и продовольственная программа нашей республики. Тут заключается очень много. Экологический вопрос по всему миру стоит достаточно остро. Ни для кого не секрет, что главной средой, образующей кислород и поглощающей углекислый газ, являются именно деревья. Цель акции является широкое привлечение внимания широкой общественности к проблемам экологии, проблемам охраны и восстановления лесов в целях недопущения негативных последствий изменений климата. В Чеченской Республике этот вопрос решается очень правильно, потому что у нас больше сажается, чем вырубается. Регион демонстрирует положительную динамику, ежегодно наращивает темпы посадок, уделяя должное внимание всем лесовосстановительным компаниям. А вовлеченность населения в процесс лишь показывает, что людям не безразлично экологическое будущее Земли. Амина Тупилагова, Моусар Исраилов, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Благотворительная организация «Хайрес» 2014 года посадила более 42 тысяч плодовых деревьев. Регион демонстрирует хорошую динамику и ежегодно наращивает темпы посадок. Экологическое событие проходит весной и осенью и привлекает сотни волонтеров, нацеленных на то, чтобы улучшить качество жизни путем изменения климата. Адам Сулейманов продолжит. Все началось еще в 2014 году с 350 саженцев. Именно они дали начало масштабной акции. С тех пор в общей сложности было посажено более 42 тысяч плодовых деревьев. Ежегодное событие проходит весной и осенью и по сей день привлекает сотни сподвижников. В этом году будет посадка 5000 саженцев. Саженцы нам выделяет и Министерство лесного хозяйства. Они нам выделили ясень. И сейчас мы сажаем именно плодовые деревья. Мы стараемся сажать их в общественно доступных местах, чтобы польза от этих деревьев была максимальная. И стараемся, чтобы поучаствовали как можно больше людей, стараемся охватить всю республику. Мероприятие на этот раз проводится в 3 районах – Будермесский, Грозненский и Урус-Мартановский. Его основная задача – озеленить как можно больше территорий, обеспечив население деревьями, которые в скором времени дадут плоды. Слива, яблоня, айва, вишня и груша – все саженцы специально выращиваются в питомниках и привозятся волонтерам для раздачи. Присоединиться к акции и внести свой вклад в наше экологически чистое будущее может любой желающий. Все, что для этого необходимо, это саженец и лопата. Мы проводим эту акцию, чтобы сохранить чистоту нашей природы. Также мы заботимся об экологии, о природе и о будущих поколениях. Равнодушных не оказалось. Кто-то сажает у себя во дворе, кто-то вдоль улицы. Но цель у всех одна – посадить 1 миллион саженцев в ближайшие 3 года. Помочь в этом может каждый. Достаточно обратиться в Дом добра с паспортом и забрать растения. Адам Сулейманов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. 4-й всероссийский экологический диктант среди студентов прошел в Чеченском университете имени Ахмата Хаджи Кадырова. Срез знаний проводился в онлайн и дистанционном форматах. Всего по республике было определено 20 пунктов проведения. Главная его цель – формирование экокультуры, а также повышение экологической грамотности. Министр природных ресурсов и окружающей среды Саид Магомед Темирханов отметил важность и необходимость проведения экодиктанта. По окончанию все участники получили сертификаты, а победители – дипломы и подарки. На базе нашего университета 4-й год формируется
площадка, офлайн-площадка. И наши студенты очень активно участвуют в этом экодиктанте. Не только направление экология и природопользования, но и другие тоже направления. Студенты СПО также участвуют и студенты всего университета даже. Сильнейшие боксеры страны сошлись в Санкт-Петербурге в битве за Кубок России среди юниоров. Чеченские спортсмены показали отличный результат, завоевав сразу 5 медалей. В столичном аэропорту победителей встретила делегация во главе с министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Исой Ибрагимовым и директором клуба «Ахмат» Рамзаном Висмурадовым. Медина Мударова об эмоциях победителей. Воспитанников республиканского спортивного клуба «Ахмат», прилетевших с Санкт-Петербурга, в Грозненском аэропорту встретила делегация во главе с министром Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Исой Ибрагимовым и директором спортивного клуба «Ахмат» Рамзаном Висмурадовым. Благодаря усилиям и поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича наши спортсмены добились больших высот и показали мастерство на ринге и завоевали 2 золотых медали, и 1 бронзу и 1 серебро. Такого успеха за всю историю чеченские бойцы добились впервые. Спортсмены показали отличный результат в своих весовых категориях. Билал Дакаев и Ахмед Расуев завоевали золотые медали. Хамзат Тимханов занял 2-е место, Малик Сугаипов стал обладателем бронзовой медали. Эти ребята знают свое дело. За плечами чеченских спортсменов уже десятки поединков. Проходили тренировки интенсивно, нагрузка большая. И поэтому вот такой результат хороший. Спасибо клубу «Ахмат» и нашему тренерскому штабу. Перед борьбой в Санкт-Петербурге прошло 2 сбора в Подольске и Сочи. К соревнованиям готовились усердно. На ринге юноши были настроены только на победу. Поддержать спортсменов прибыли самые преданные болельщики, родные и близкие. Спорт в регионе является основополагающим направлением, ведь он помогает воспитывать здоровое поколение. Каждый год чеченские спортсмены борются за самые престижные трофеи и занимают высокие места. Теперь спортсмены готовятся к первенству мира. Перед этим у них будет 4 сбора. Соревнования будут только в марте. Они уже настроены на победу и, без сомнения, покажут отличный результат. Медина Мударова, Шахмансур Умалатов, Магомед Тагаев, Садимин Дудмирзаев. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. И еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.